Вот так проходят тренировки курсантов единственного в стране авиационного учебного центра авиалесоохраны. Десантирование с высоты в 30 метров в зону предположительного возгорания. Это обязательная часть подготовки летчиков-наблюдателей. Среди курсантов Евгений Никифоров, представитель якутской авиалесоохраны. Он работает в Верхневилюйском отделении. Я уже работаю второй год, никак не страшно. Во-первых, династия у моей семьи. Дед работал, дядя работал, я следующий. И сфера сама мне нравится. Я наблюдаю, я вижу пожар, его действия. Отход, магнитный курс 109, высота 300, скорость 200. Доклад диспетчера. Это уже тренажер в подмосковном Пушкино. Практическое занятие по навигации при работе по обнаружению лесного пожара. Имитация полета в кабине вертолета Ми-8. Все как в реальной жизни. Александр Селиванов из Усьмайского отделения авиалесоохраны как раз оттачивает новые навыки. Должны прилететь на место пожара, обследовать его, записать точные координаты, чтобы не было никаких ошибок, указать правильные координаты, какой квартал горит, чтобы не дезинформировать службы, которые будут прилетать сюда на работу. Потому что мы можем, допустим, пролететь этот пожар и сообщить в лесничество, чтобы они отправили людей. И если мы не дадим верную информацию, они улетят в совсем другое место. Наш же летчик-наблюдатель – это главное лицо, которое организует тушение пожара и обнаруживает прежде всего при мониторинге. То есть в первую очередь, будем так говорить образно, летит самолет Ан-2, в котором находится группа парашютистов. При обнаружении какого-то лесного пожара моментально ребята прыгают, 5 человек, через полчаса они уже потушили пожар. Вовремя обнаружить, вовремя прыгнуть, вовремя потушить. Вот в чем главное преимущество авиалесоохраны России. У тех же, будем говорить, американцев, у канадцев это совершенно не так. А фактор времени-то куда ты денешь? Профессия летчика-наблюдателя, она является уникальной профессией. Таких специалистов по стране их сейчас меньше, чем космонавтов. Если вы знаете, что отряд космонавтов сейчас составляет порядка 2000 человек, то летчиков-наблюдателей сейчас 300-350 человек по стране. Это очень уникальная профессия, достаточно дефицитная. Специалист здесь должен обладать прежде всего знаниями обязательно лесными. То есть мы берем ребят, которые так или иначе или заканчивали лесной техникум, или они поступают к нам, когда работают десантниками пожарными, потом они так или иначе начинают заочно учиться и приобретать лесное образование. Здесь же в стенах авиационного учебного центра они также проходят специальные дисциплины, такие как лесная пирология, лесная метеорология. Летчик-наблюдатель – уникальный специалист. С одной стороны, он является членом летного экипажа, знает, как вести себя на борту. В то же время его задача – курировать группу пожаротушения, десантировать огнеборцев, держать с ними непрерывную связь. Только у нас в России есть такая профессия летчик-наблюдатель. В других странах, в лесных, что Австралия, что Америка, что Канада, нет такой вообще специальности. Они используют того же пилота в качестве наводчика и все. Поэтому только у нас в этом отношении и американцы, и канадцы, и те же австралийцы в свое время перенимали опыт у нас тушения пожаров с помощью авиации. Поэтому мы в этом отношении Россия законодатель. Для Якутии такие специалисты крайне важны. Каждый год в республике горит лес. Дмитрий Миронов понял, что хочет стать пожарным, когда увидел разрушительные последствия огненной стихии. Оставаться в стороне он просто не смог. Мы как бы дети леса, всегда была тяга в лес. И я видел, как люди боролись с огнем. Человек в легком шоке, все, природа сгорела, а ты видишь там мертвых животных, становится жалко таких. И ты понимаешь, что это твоя работа – защищать лес. Решил для себя прийти в авиалесоохрану. Поработал, понравилось, был десантником пожарным.
Выезжали в Нижнеудинск, видел очень много талантливых ребят, очень приятно знакомиться с такими людьми. Есть профессионалы, очень приятно на них тоже смотреть, учиться. Владимир, расскажи, как давно ты работаешь в лесоохране и почему ты решил туда пойти? Работаю сезон, получается. В прошлом году устроился весной, отучился на десантника пожарного. Все, отучили, там двухнедельная учеба была. После этого начал работать непосредственно в Якутии. Был на пожарах в Усьмае, там горело много пожаров, было много пожаров, получается, и там работали. Ну а почему ты решил туда пойти? Это все-таки такая необычная профессия и сложная, десантник, пожарный. Решил, потому что интересно, необычно. Летаешь на вертолете, тушишь пожары, следишь за природой. Романтика? Да и романтика своя есть. Ну, вообще десантники же пожарные должны быть как Рэмбо. То есть вас высадили, да, и вы несколько дней должны провести там в лесу, например. Соорудить, я не знаю, там, вигвам, найти еду или что, как это происходит. Да, нас высаживают, получается, мы таборимся. Вот, соответственно, табор вот так вот примерно выглядит. Вот так, да? Да, вот стол, костер, оставляем одного таборщика, и все, соответственно, после этого мы идем на пожар. Здесь у вас идут занятия. С сентября по апрель вы здесь находитесь. Ну, сложнее всего далась мне навигация, так как с геометрией у меня было вообще не очень в школе. Ну все, научили всему, самолетовождению, получается. Все, что знают преподаватели, передали нам знания. На данный момент мы пользуемся этими знаниями. Общая продолжительность занятий 7 месяцев. Начинаем мы с теоретической подготовки. Прежде всего, это лесные дисциплины. И так как у нас учим мы летчиков-наблюдателей гражданской авиации, это авиационное воздушное законодательство, аэронавигация, самолетовождение, летная эксплуатация воздушных судов на тех типов, на которые им предстоит дальнейшая работа. Ну, естественно, парашютная подготовка, как в любом другом авиационном учебном заведении. У нас наши выпускники выполняют еще парашютные прыжки. В самолете летчик-наблюдатель у нас занимает место второго пилота, выполняет полет с применением средств радионавигации, выполняет полеты на радиостанцию от радиостанции, при необходимости ведет визуальную ориентировку, которую, естественно, невозможно вести из фюзеляжа воздушного судна. Площадка борт принято. Доложите обстановку. Все в порядке, работаем дальше. Принял. До связи. Еще один важный предмет – это радиосвязь. Работа в лесу, тем более работа опасная. И связь должна быть обеспечена постоянная. Без связи, ну, никуда. Даже в том случае, если вдруг села батарея, что-то случилось с радиосвязью, есть условное обозначение, которое должен знать летчик-наблюдатель и инструктор группы, для того, чтобы на земле можно знаками было выложить информацию. Делается наиболее видимых предметов, это березовые палки, в пределах 1,5-2 метра вырубаются, и с помощью этих палок выкладываются знаки. Можно, допустим, сообщить необходимая эвакуация, необходимые продукты питания, необходимый взрыв материалы, ну и другие. Там целый список таких условных знаков. То есть можно подать для летчика-наблюдателя сигнал без радиостанции. Также есть сигнал определенный, отсутствует радиосвязь, чтобы летчик-наблюдатель понимал, что связь односторонняя. В свою очередь летчик-наблюдатель может тоже подать сигнал в случае отсутствия радиосвязи с помощью вымпела. Написать записку и бросить вымпел. Крестики, нолики и другие там квадратики. Но там целая система есть этих знаков, которые должен знать каждый специалист в тушении лесных пожаров. Людей стараемся учить хорошо, качественно, и чтобы не было потом нареканий со стороны субъекта о том, что мы кого-то плохо подготовили, ну, стараемся вложить в них по максимуму. Учат от А до Я. Мы должны, становимся первоклассными специалистами, которые умеют руководить, сами могут тушить, принимать решения, брать на себя ответственность. После всех экзаменов якутяне получат заветную квалификацию летчика-наблюдателя и полетят домой, чтобы применять новые знания на практике и тушить пожары по всей республике.
О регионе Якутии это действительно самый большой и самый труднодоступный регион вообще у нас на Дальнем Востоке. И, ну, по сути дела, каждый год, через год бывают в Якутии чрезвычайные ситуации. Нужно сейчас смотреть и развивать уже северные территории. Как бы мы ни хотели, пожары продвигаются за 60-ю параллель. В этом году и в прошлом году уже начали апробировать варианты все-таки создания новых авиаотделений на севере. Потому что северные территории, приграничные уже с Заполярьем, стали сильно подвержены быть вот таким пожарам тундровым, лесотундровым, которые тоже нужно тушить, никуда от этого не уйдешь. И мы плотно взаимодействуем с правительством Республики Саха-Якутия. Здесь надо отметить, что ваш руководитель очень в последнее время серьезное внимание уделяет вопросам охраны лесов от пожара. И я знаю, что вот в этом году организовано новое дополнительное авиаотделение на севере республики, которое позволит больше охватить территории тех удаленных лесных массивов, которые до этого были труднодоступны с точки зрения досягаемости авиации. Тем самым мы получили сейчас новую площадку, куда может приземляться авиация, от нее уже реагировать на труднодоступные территории. Ну вот как раз эти 9 ребят начнут свою работу, свою деятельность именно на северных, на удаленных авиаотделениях. И в этом отношении, конечно, большая благодарность правительству Республики Саха-Якутия о том, что они развивают авиалесохрану, они поддерживают ее. И помимо этого вкладывают еще и дополнительное финансирование в то, чтобы охранять вот те, будем говорить, северные территории. Максим Кардоузу, Виктор Олесов, Московская область.